ночь с 30 на 31 октября 1992 года до зубов вооруженные ингушские банды напали на Северную Осетию. Друзья, я вас всех приветствую. Ассаляму алейкум, меня зовут Артем, и в этом выпуске я буду давать комментарии видео, которое я посмотрел на канале в Ютубе ГТРК Южной Осетии ИР. Видео называется «Прошло 30 лет с осетино-ингушского конфликта». И вот с автором этого видеосюжета я полностью не согласен, потому что он занимается самой настоящей провокацией и просто льет наглую ложь в этом видеосюжете. В общем, давайте с вами вместе разбираться. Если интересно, тогда прямо сейчас поставьте лайк в поддержку моего канала, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового на моем канале. Я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что некоторые из вас будут меня упрекать, а потом подозревать в том, что ингуши сначала меня подговорили, потом перетянули на свою сторону и рассказали только о своей версии конфликта, который произошел в пригородном районе в 1992 году. Если вы действительно так будете считать, то мне вас очень жаль, потому что всю правду я нашел из официальных признанных источников информации. К примеру, как из постановления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросу осетино-ингушского конфликта. И вот у меня прямо сейчас на столе лежит распечатка этого постановления, почти что на 100 страницах, но все я вам зачитывать не буду. Только зачитаю основные моменты, которые касаются этого конфликта. И хочу еще для новых своих подписчиков объяснить, почему я так много уделяю внимания Республике Ингушетия. Потому что к самой маленькой в составе Российской Федерации республики очень много происходит несправедливости. И Ингушетия действительно нуждается во внимании. И я все делаю в целях своих интересов и провожу свои независимые журналистские расследования. Это мне позволяет статья 29 Конституции Российской Федерации. У меня все по факту. Я воду не лью. Пожалуй, начну я с предпосылок осетино-ингушского конфликта. А все началось еще аж в феврале 1944 года, когда сталинский режим принял решение насильственно выслать со своих исконно исторических земель ингушей и некоторые другие кавказские народы в Среднюю Азию. После того, как ингушей выселили с их исторических исконных земель, на их земли заселили другие народы, в основном грузин и жителей Северной Осетии. Но после того, как Сталин ушел из жизни и к власти пришел Хрущев, он снял все обвинения с ингушей, как из других кавказских народов, и разрешил им в 1956 году вернуться вновь на свои исконные исторические земли. И вот когда ингуши вернулись в свои родные края, они увидели очень грустную картину, потому что их города, села, станицы были переименованы. На их землях жили другие люди, а самое главное, в их домах жили осетины, грузины, кто угодно, но только не ингуши. И, конечно же, ингушский народ этот момент возмутил. И грузины, к примеру, отнеслись с большим пониманием и вернули ингушам практически все, что им принадлежало. Единственное, что до сих пор на территории Грузии находятся некоторые башенные ингушские комплексы. А вот местная власть того времени Северной Осетии из-за экономических соображений решили не возвращать исконно исторические земли ингушей в пригородном районе. И вот с этого момента все и началось. После того, как случился распад Советского Союза и к власти пришел первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин, 26 апреля 1991 года принимается закон о реабилитации репрессированных народов, в котором все четко было написано и сказано, что всем репрессированным народам должна была вернуться их исконная историческая земля. И вот чтобы не исполнять этот закон, местная власть Северной Осетии в лице Галазова решили устроить провокации в пригородном районе против ингушей, которые там проживали. И вот, можно так сказать, из-за закона о реабилитации репрессированных народов произошел тот самый осетино-ингушский конфликт в конце октября, в начале ноября месяца 1992 году.
И теперь мне хотелось бы зачитать предпосылки этого конфликта из как раз-таки постановления Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Зачитываю слово в слово, чтобы ко мне не было никаких претензий. Поводом для начала открытого вооруженного противостояния послужили следующие события. 20 октября 1992 года принадлежащий ОМОН МВД Северной Осетии БТР-80 под управлением водителя Чсиева совершил наезд на 12-летнюю ингушку Гадаборшеву Мадину, в результате чего последняя погибла. Только сторонам удалось прийти к соглашению не делать из этого дорожно-транспортного происшествия и повода для ухудшения и так накаленной обстановки, как было совершено новое преступление, жертвами которого опять оказались ингуши. И вот скажите мне, пожалуйста, почему вот этот товарищ Чсиев не был наказан? Он совершил убийство, преступление. И вообще, что он делал на БТРе на улицах пригородного района, где играют в основном дети, там футбол, девочки, я не знаю, просто гуляют, общаются. Что он там забыл? 22 октября 1992 года в 2 часа ночи работник ГАИ Ленинского РОВД города Владикавказа Сюсин совершил умышленное убийство из стабильного оружия ингушей Хаутиева и Пугиева. Это преступление взбудоражило все ингушское население. Примерно в 22 часа этого же дня в районе поселка Южный около 300 ингушей блокировали оперативно-следственную группу МВД Северной Осетии. В завязавшейся позже перестрелке погибли 2 сотрудника милиции и 3 человека из числа нападавших ингушей. Несколько человек получили ранения. По указанным случаям возбуждены уголовные дела. Расследованием, проведенным следователями Объединенной следственной группы, установлено, что в действиях водителя БТР Чсиева отсутствует состав преступления. Уголовное дело по факту гибели Гадаборшевой Мадины прекращено. Это справедливо, как вы считаете? Я считаю, что это несправедливо, его нужно было наказать, потому что это действительно был умышленный наезд, но никак не случайный. Далее, обвиняемый Сюсин был арестован, но под воздействием явившейся в прокуратуру Северной Осетии СССР вооруженной группы мера пресечения ему была изменена. Освобожденный из-под стражи Сюсин от следствия скрылся и в дальнейшем участвовал в боевых действиях против ингушей. И вы считаете, это справедливость по отношению к ингушам, которые проживают и до сих пор на своих исконных исторических землях, в пригородном районе? И эта земля незаконно вошла в состав Северной Осетии, как в 1954 году незаконно земля Крыма вошла в состав Украинской ССР. Ну вот, в 2014 вернули. Так вот сейчас по закону о реабилитации репрессированных народов нужно вернуть ингушам их исконные земли, чтобы избежать в будущем подобных конфликтов. Я за дружбу между народами, я за мир в моей стране. Ну а теперь давайте с вами обратимся к скандальному видео, которое действительно может спровоцировать 2 народа, правда уже других, ингушей и жителей Южной Осетии. Я вообще не понимаю, какое отношение Южная Осетия имеет на сегодняшний день к России. Это отдельная республика, ее признала Россия, ну вот, и пусть решает там свои проблемы и не лезут в проблемы моей, нашей с вами страны, России. Мы сами как-нибудь разберемся. В ночь с 30 на 31 октября 1992 года до зубов вооруженные ингушские банды напали на Северную Осетию, захватив пригородный район. Вероломство врага снова объединило юг и север Осетии. Нерушимые братские узы, отвага и готовность осетин грудью защищать родину вмиг заставили ингушей отказаться от своих гнусных притязаний на земли Алании. Мне так и хочется сказать автору данного видеосюжета на ингушском языке: «Бади даков, да что за бред она несет? Какие это аланские земли, когда земля пригородного района всегда была исконно исторической землей всех ингушей? Да это колыбель ингушского народа. Именно в селении Ангушт, которое переназвали после того, как насильственно выслали всех ингушей в Среднюю Азию, и сейчас оно носит название Тарское, был подписан договор о добровольном вхождении ингушей в состав России более 250 лет тому назад. Более того, город Владикавказ не был под юрисдикцией Северной Осетии. Этот город был административным центром как для ингушей, так и для осетин. Ингуши жили
на правом берегу реки Терек, осетины на левом берегу, в мире и согласии. Что сейчас произошло? А если копнуть историю еще глубже, то я вам хочу сказать, что до момента, как русские построили крепость Владикавказская, и, в принципе, благодаря русским появился город Владикавказ, недалеко от этого места находилась ингушская деревня либо селение Заурово, состоящее из 32 дворов. Это не моя выдумка, это не ингушская фантазия и так далее. Это слова признанных кавказоведов, таких как Наталья Георгиевна Волкова, Березова и так далее, до бесконечности. Ну, почитайте Гюльденштейна, путешественника, и его заметки. Почему я это должен делать? Почему я что-то должен доказывать? Ну, давайте, начнитесь заниматься самообразованием. В том числе я даю совет автору данного видеосюжета, которая не права и занимается провокацией, потому что просто тупо льет воду и катит бочку на ингушей. Далее она утверждает в своем сюжете, что ингуши были вооружены до зубов, но при этом не приводит ни одного факта, а журналистика очень любит факты. Так где фото-видео доказательства? Где документы, которые бы подтверждали, что ингуши действительно были вооружены до зубов? Где это все? Почему в этом видеосюжете ничего ей не предоставлено? Вот я вам все показываю, рассказываю, где я взял информацию и законов не нарушаю. А она, получается, занимается разжиганием межнациональной розни между ингушами и жителями Северной Осетии. Извините, но я буду отстаивать интересы своей родной страны, России. И я за мир в своей стране. И я не хочу, чтобы между ингушами и осетинами в Северной Осетии происходили какие-то конфликты на бытовой почве, потому что уже вмешиваются другие люди из другой республики, которая не входит в состав России. Зачем заниматься такой провокацией? Одному Богу известно. Ну а я опять обращусь к постановлению Генеральной прокуратуры. Что они пишут по этому поводу? Ингушские вооруженные формирования Северной Осетии и Республики Ингушетия танков на вооружении не имели. Как установлено следствием, на момент вторжения ингушских формирований утром 31 октября 1992 года в пригородный район Северной Осетии у них было только 3 боевые машины пехоты. В то же время в различных справках и сводках МВД Северной Осетии о ходе боевых действий указывается об участии танков на стороне ингушей, что не соответствует действительности. Это все написано в официальном документе. Не было никакого оружия. Более того, я хочу вам сказать, я не поленился, я распечатал интервью, которое было размещено журналистом Ириной Дементьевой в журнале «Дождь», выпуск номер 4 от 2006 года. Ирина Дементьева взяла интервью у бывшего командующего внутренними войсками Российской Федерации генерала-полковника Василия Савина, который добровольно заявил об отставке, потому что он отказался совершать преступления против ингушского народа. Он не захотел, чтобы по его вине проливалась кровь, потому что он знал правду. Поэтому ушел в отставку. И его поступок, он достоин поступка мужчины. И у меня его поступок вызывает большое уважение. И за это ему огромное спасибо от всех ингушей, соответственно, Баркал. Потому что, действительно, мужчин сегодня мало. Так вот, я хочу вам зачитать некоторые фрагменты из этого интервью. Ну, лично для меня они показались интересными как раз таки по факту. Итак, Ирина Дементьева спрашивает: Василий Нестерович, как вы тогда оказались во Владикавказе? Василий Нестерович отвечает: в октябре 1992 года обстановка в пригородном районе Северной Осетии накалилась до предела. Принятый Верховным Советом России закон о реабилитации репрессированных народов, в особенности статья о территориальной реабилитации, внушила одной части населения мысль о торжестве справедливости, а другой страх потерять пригородный район, переданный им Сталиным после депортации войнахов и упразднения Чечено-Ингушской СССР. Неуверенность людей в своем будущем заставила их искать защиты и вооружаться. Я вылетел на Северный Кавказ в конце октября 1992 года, когда получил сообщение о нападении на подразделение внутренних войск в Назрани. Толпа требовала раздать им оружие, поскольку тогда уже с обеих сторон были первые жертвы, первые беженцы, первые заложники.
Момент был довольно острый, но оружия ингуши не получили. Получается, по словам бывшего командующего внутренними войсками Российской Федерации, генерала-полковника Василия Савина, у ингушей оружия не было, и они не были вооружены до зубов. Читаю дальше. Одновременно с той же целью захвата оружия в Северной Осетии произошло нападение на учебный центр Владикавказского училища внутренних войск в поселке Камгарон. Насколько мне известно, это нападение было организовано начальником местного отделения милиции и тоже, возможно, не по собственной инициативе. Оружие на этот раз пришлось отдать. Офицеров толпа поставила к стенке, а двух курсантов, продолжавших защищать склад, просто растерзала. Людям заморочили голову целенаправленными сообщениями, что вооруженные до зубов ингуши вот-вот захватят Камгарон. Разобраться тогда в обстановке и не рядовому человеку было непросто. Вы представляете, что это была провокация Галазова? И Галазов настроил весь свой осетинский народ против ингушского населения, которое проживало в пригородном районе. А что касается тех двух героев, которые были убиты. Фотографии сейчас этих ребят у вас появятся на экране. Я бы хотел просто зачитать вам, что произошло. Вот, у меня есть скрин из газеты. 31 октября около 10:30 утра в учебный центр Владикавказского училища МВД пришла группа мужчин. Это были не ингушские отряды, подчеркиваю, не ингушские отряды, как вначале и подумали курсанты и офицеры, а жители сел Сунжи и Октябрьского, решившие завладеть оружием, то есть это были местные жители Осетины. Нападавшим удалось захватить около 100 единиц оружия, танки, снаряжение. В результате погибли 2 курсанта, 1 ранен, местонахождение 6 неизвестно. Имена погибших стоит назвать, это владикавказцы Базаров и Типтяев, первокурсники, не успевшие прослужить и полгода. Начальник Владикавказского училища МВД генерал Феодоров с горечью говорит: «Мы не ожидали такого поступка со стороны своих же. Всегда училище МВД выступало на стороне республики. Нам чудом с помощью вертолетов удалось освободить заместителя начальника училища по тылу полковника Мартышенко и других офицеров. Но как горько погибли ребята. Сейчас приходила мать одного из них. Ну скажите, зачем так?» Ну и под фотографиями двух ребят написано, что тоже 31 октября 1992 года от рук экстремистов осетин погибли курсанты первого курса училища МВД России Типтяев Аркадий Валентинович и Базаров Дмитрий Владимирович. Бандитские выстрелы оборвали жизни 2 сыновей России. Боль и чувство горечи переполняют наши сердца. Мы скорбим о вас, дорогие наши товарищи. Выражаем соболезнования родным и близким погибшим. Личный состав имени Кирова, МВД Россия. И после этого у нее хватает совести говорить о том, что ингуши были вооружены до зубов? Нет, не ингуши были вооружены до зубов, а как раз таки другая сторона была вооружена не то что до зубов, а до верхов. И вот с этим оружием на танках и БТРах они поехали на простое гражданское население, которое проживало в пригородном районе. Друзья, если вам интересен такой формат, то дайте знать, поставьте лайк. Если это видео соберет 1000 лайков, то будет продолжение. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Мой канал про путешествия и жизнь тех мест, которые я посещаю. Про людей, которые живут в этих местах. Про их культуру, традиции, обычаи, немножечко религию. Про историю. А там, где я говорю про историю, там обязательно будет и политика, и геополитика. Я не обхожу острых углов. Ну и самое главное, я не стесняюсь говорить о проблемах того народа и того места, куда я приехал или прилетел. Поэтому у меня интересно. Будьте со мной и подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Кстати, показания Генеральной прокуратуре Российской Федерации дали Шойгу и Филатов. И вот вопрос от прокурора по делу касаемого осетино-ингушского конфликта. Была ли в действительности у ингушей серьезная техника, кроме стрелкового оружия? Приходилось слышать о наличии у них танков, орудий, реактивных установок «Град», ну и так далее. Шойгу отвечает: «Я привык говорить о том, что видел сам. Во время моего пребывания в зоне конфликта у ингушей ничего подобного я не видел.
Дело в том, что к нам поступала самая противоречивая информация. Значительная часть ее не подтверждалась. Частенько подобную информацию подбрасывала местное МВД. Временами МБ. Отвечает Филатов. Конечно, у осетинской стороны оружия было значительно больше, что и доказывает, что вооружены до зубов были не ингуши, а как раз таки осетинская сторона. Вот она истина, вот она правда. Военные действия против Северной Осетии заранее тщательно готовились специалистами военного отдела, и бои велись не спонтанно. У ингушских бандформирований было и единое командование, вспоминают участники тех событий. В течение всей ночи в ряде населенных пунктов пригородного района Северной Осетии велась стрельба из стрелкового оружия. Однако, несмотря на заранее спланированные действия, всего лишь за несколько дней интенсивных боев защитники Осетии освободили захваченный пригородный район, обратив оккупантов в бегство. Вот мне просто интересно, почему, справедливости ради, автор в данном видеосюжете не говорит про бандформирование Южной Осетии и Северной Осетии. Что на этот счет говорит Василий Нестерович? Ну, это не совсем так. Напомню, что еще раньше, в том году в Северной Осетии были созданы первые на Северном Кавказе незаконные формирования. Национальная гвардия, ополчение под командованием Бибо Дзуцева. Из Южной Осетии прибыл миротворческий батальон, в кавычках, отличившийся впоследствии особой жестокостью. Прежде мне приходилось инспектировать Цхинвал и наблюдать, как за счет Южной Осетии со складов Северо-Кавказского военного округа вооружалась и Северная Осетия. Даже для нужд сельского хозяйства закупались БТРы. А зачем для сельского хозяйства БТРы? Вы понимаете, какое беззаконие в те времена происходили на территории Северной Осетии? И что они потом творили на территории пригородного района с простыми гражданами ингушской национальности. Это был самый настоящий почти что геноцид. Это этническая чистка была на территории пригородного района. Вооруженные столкновения на территории пригородного района вошли в историю как открытая фаза осетино-ингушского конфликта, во время которого мы, к сожалению, понесли и потери. Было много раненых, были, к сожалению, и убитые среди героически сражавшихся осетинских воинов. Ай, да какая наглая, но сладкая ложь от автора из Южной Осетии. А у меня сейчас будет горькая правда, зато правда, потому что у меня все законно и по факту. Так вот, в общей сложности в операции против ингушей участвовали Объединенное российское осетинское войско количеством в 68 тысяч человек. В числе российских войск дивизии особого назначения «Дон», 2 полка Псковской дивизии ВДВ, спецназ МВД Российской Федерации, гарнизон и курсанты военных училищ города Владикавказа. Осетинские формирования представляли Республиканская гвардия, Народное ополчение, ОМОН МВД Северной Осетии, 2 казачьих полка и Юго-Осетинская бригада ИР. Буквально за несколько дней из Владикавказа и 14 сел пригородного района были полностью изгнаны все ингуши. В результате акции по этнической чистке пригородного района погибло около 1000 ингушей, разрушены тысячи домов, более 60 тысяч человек стали беженцами. Так кто больше всего-то в осетино-ингушском конфликте пострадал? Осетины или ингуши? Я вижу, что ингуши. А где какие-то документы и цифры были озвучены автором из Южной Осетии? Ну хотя бы один документ она показала? Нет. Потому что нет таких документов. Нет свидетельств, нет фото и видеофактов. После вытеснения из пригородного района ингушских боевиков оставшиеся осетинские вооруженные отряды с участием местных жителей стали захватывать заложники ингушей, которых в числе других содержали в помещениях Дома культуры села Сунжи. Несмотря на то, что в период с 1 по 4 ноября 1992 года ингуши не выступали с оружием против осетин, часть ингушского населения, опасаясь нападения осетин, оставив имущество, покинула свои дома. Уже утром 5 ноября со стороны поселка Южный в село Тарское на автобусах, легковых и грузовых автомашинах приехали осетины, часть которых была вооружена автоматами и одета в форму военного образца, и подвергли массовому разграблению и уничтожению находившееся в домах имущество ингушей. В этот же период было сожжено свыше 100 ингушских домов. В совершении указанных преступлений наряду с прибывшими принимали участие некоторые местные жители осетинской национальности. Оставшиеся в своих домах ингуши
забирались в заложники, и позже некоторые из них были убиты. Так среди убитых оказались члены семьи Темирханова, Барахоева. Впоследствии трупы Темирханова и всей его семьи, в том числе и Барахоева, были обнаружены в лесу. Друзья, ну вот все же написано в постановлении Генеральной прокуратуры. И после этого меня еще будут обвинять, что я разжигаю межнациональную рознь? Нет, друзья мои. Я не нарушаю ни одной статьи. Повторюсь, статья 29 позволяет мне работать с официальной признанной информацией. Вы просто знаете правду, а не несите всякую чушь и всякую дичь на своих каналах. Да, друзья, вот такая вот она несправедливость к Республике Ингушетия. И как раз таки вот эта несправедливость оставила меня неравнодушным. Именно поэтому я принял решение здесь у себя на канале вести отдельную ветку про Республику Ингушетия. И показывать про их жизнь, и говорить про их проблемы. Потому что действительно Ингушетия нуждается во внимании в медиапространстве. И это в 90-х можно было сфабриковать разные фейки и с помощью федерального телевидения распространить их, и люди в это верили, то сейчас все эти фейки можно разнести в пух и прах по факту, как это сделал прямо сейчас я. Потому что говорил я по официальным признанным источникам информации. Статья 29 Конституции Российской Федерации мне это позволяет сделать. И вообще у ингушей есть вся законодательная и правовая база, чтобы их исконные исторические земли пригородного района вернулись вновь в состав Республики Ингушетия. Да будет так. Я надеюсь, что справедливость восторжествует по отношению к ингушам. И да, если вам понравился выпуск, то обязательно поставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ничего нового на моем канале. И если вы хотите поддержать мой канал в развитии, то вся информация внизу в описании под этим видео. Ну а меня зовут Артем, я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем выпуске. Берегите себя, я за мир.